есть целая наука, правила продажи продовольственных товаров. Вплоть до того, что какой должна быть нарезка колбасных изделий, как должен батон, под каким углом должна отрезана колбаска, копченая, полукопченая, вареная, там ведь разный угол среза. Как продать масло сливочное? Масло сливочное, ведь тогда в продовольственные магазины шел товар весь не фасованный. Крупа шла в 50-килограммовых мешках. Масло сливочное шло в 20-килограммовых брикетах, вот таких вот тяжелых. Надо было обязательно снять верхний слой, который называется штаф, потому что, значит, с ним нельзя продавать. Вот. Их учили тому, как правильно продать продовольственные товары. Учили какими полезными свойствами обладает тот или иной товар, как, вплоть до того, что как завернуть, как подать, как сформировать подарочный набор. Ну, это же тоже целая наука. Хорошо. Ну вот у вас же существовал там наверняка экзамен какой-то. Конечно. А вот на вашей памяти есть какие-то вот такие ошибки, когда вот все, ну тут совсем вот это вот вообще никак нельзя, и вот не допускали потом в профессии, пришлось опять человеку пересдавать. Какие это ошибки были, за которые вот вообще никак нельзя? Ну, ошибки допускались, и во время работы продавцами допускались ошибки. Чего нельзя было нарушать, ни в коем случае. Да. Много чего нельзя было нарушать, но нарушения были. Однажды в одном из наших центральных магазинов, на моей памяти, мы, значит, зашли, мы часто посещали, и, вы знаете, сметану, молоко продавали очень часто в развес, потому что, конечно, такая продукция, она дешевле, это расфасовать в баночке, плюс еще тара, или вот в бидоне, таком 36 литров бидон, вот, и разливали по баночкам. Так вот, посуда для разлива была такой графинной. Вот у нас однажды, значит, продавец так это налила баночку, потом взяла пальчиком, так это капельку сняла и в рот. Но что делать? Промолчали, вызвали в подсобку, провели определенную беседу, как должно быть и что должно. Мы ведь и понижали в должности продавцов за жалобы, за нарушение правил торговли. Ты сегодня имеешь категорию продавца, тебя могут понизить на 3 месяца до категории младшего продавца. А это значит, ты теряешь что-то в заработной плате.